Машдал, сам Сарнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мои дорогие, прежде чем я буду показывать, что я сегодня буду готовить на ужин, на ифтар, я все-таки хочу поздравить всех мусульман с наступившим месяцем Рамадан. Пожелать всем здоровья, силы держать пост, терпения, силы. И желаю, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, ответил на наши дуа, чтобы мы могли с достоинством держать пост, с достоинством пройти этот месяц. И пожелать в действительности здоровья и счастья всем, всем и мусульманам, и не мусульманам тоже. Я надеюсь, мы справимся с задачей, которую мы ставим в этот месяц. Мы сможем и поститься, и здоровье нам позволит. И будем делать дуа, и будем молиться и за живых, и за тех людей, которых с нами уже нет, к сожалению. И Всевышний ответит на все наши дуа. Желаю, чтобы наши все помыслы были чистыми, чтобы действительно в семье был мир, любовь, счастье. Я желаю всего, что можно пожелать хорошего. Дальше могуш мяши долж, я бухт мархи, бухт кабы, мархи бухт чакбах, не злоупшан воздел. Ваймал дежда ибадта, жоплут, дал. Дал дигдер долд, вайкамен кахар цен. Шема вори, могуш мяши волш, я бухт кабы, марх абул дуцы, чакдала. Не злоупвин. Дальше беркатхлд. Ашмар лилде чо. Шимал варк, шуан мал визер, шумал дизер, могуш мяши долж. Дахлчу. Ну вот как-то так. А дальше я вам покажу, что я сегодня делаю. Сегодня решила, мои дорогие, мне захотелось очень приготовить курицу, просто курицу с галушками, с нашей картофельной подливой, чисто по-ингушски, да. Будут галушки, будет подлива. Сейчас просто у меня одна домашняя курочка вот такая, вернее, это петушок. В морозилке завалялась одна курочка домашняя, я ее, делала ревизию, нашла и думаю, нет, надо обязательно ее сварить и съесть вот так вот. Но одной курочки, я боюсь, нам не хватит, и вдруг придет кто-то. Поэтому решила и фермерскую обычную такую курочку покупную тоже отварить, чтобы нам хватило. И на ужин, чтобы хватило. А если останется, то ничего страшного. Можно и на сухур, можно с оставшейся и салатик какой-то придумать, если вдруг останется. Правда, я не стала сюда добавлять грудку. Грудка у меня отдельно будет потом каким-нибудь блюдом. Сейчас домашняя курочка будет вариться немножко дольше. Поставлю варить, и по ходу уже занесла картошку, лук, все. И по ходу начну готовить и потихонечку вам снимать. У меня сегодня время есть, поэтому потихонечку мы с вами будем снимать. Немножко, конечно, сегодня не занята, немножко побаливает голова, но это бывает. Первые дни держания поста бывает немножко сложновато, если тем более не подготовились. А я не успела подготовиться к Рамадану, как бы хотелось, да. А вот когда мы держим пост, мы завтракаем. Сухур у нас бывает до рассвета. Минут 15-20 до рассвета нужно прекратить есть. Поэтому обычно я, когда ложусь, я готовлю, примерно подготавливаю, что нужно себе на сухур, чтобы только утром встала, быстренько или разогрела, или приготовила, если надо приготовить, там яичницу, что-то. И чтобы мы нормально до утреннего намаза успели поесть, попить, отдохнуть немножко, почистить зубы. И потом уже сделать утреннюю молитву и сделать дуа. И потом уже, если кто хочет отдыхать, ложиться обратно, кому нужно работать, идти на работу и работать. Вот так вот. В течение дня до заката солнца нам нельзя ни пить, ни есть. Да, бывает немножко сложновато, конечно, но сейчас день короткий, не жарко, мне не очень трудно будет держать пост, потому что мы держали пост и в жару,
И когда было очень жарко, конечно, это трудно. Хочется и пить, тем более, если ты в это время еще работаешь, а еще и работаешь в поле. Такое тоже было. Вот так вот. Ну, больным, которые не могут держать, есть, что нельзя. Ну, им можно не держать пост, им нужно давать садаку за то, что они не могут держать пост. Но я не буду углубляться. Если кому интересно, то зайдите на какой-нибудь сайт и полностью прочитайте. Сейчас я не буду этим вас утомлять, а мы будем просто с вами готовить. Сейчас я быстренько... Так, они у меня уже почищены, осмолены, помыты. Их нужно просто переложить в кастрюлю и поставить вариться. И, как я сказала, им еще... домашние курочки, ну, где-то час-полтора все равно нужно вариться. За это время и тесто мы с вами сделаем. Ну, картошку чистить я с вами не буду. Ну и все остальное. Так, ну вот курочки наши уже варятся. Я решила их в одну кастрюлю положить. Как только сварится фермерская курочка, вытащу. Дальше будет продолжаться другая вариться. Пенку сняли. И теперь пускай варится потихонечку. Я уже чищу картошку, лук, морковь. Так, друзья, значит, курочка уже варится. Как видите, картошку почистила, морковь подготовила. Сейчас будем ставить варить картошку. И быстро сделаю морковный салат. Так. Ну вот, поставим быстро варить картошку. Все потихонечку. Сегодня на десерт что-то и выпечку не хочется никакую делать. Мальчикам можно было бы, а я и не хочу, по идее. Я не очень-то люблю выпечку, тем более, когда ураза, она только осложняет все. Так, ну морковный я решила сегодня сделать просто быстренько, добавив чим-чим и чесночок. 2-3 зубчика чеснока почистим и сделаем, потому что я хочу еще свежий салатик сделать. Купила микс-салат такой. Он будет как бы желудку будет проще переваривать с клетчаткой такой. Я боюсь, что мальчики не будут есть мою зелень, поэтому сделаю для них и такой. Так, и теперь добавим чим-чима. Я обычно не люблю добавлять чим-чим, если честно, я делаю сама маринад. Но сейчас для того, чтобы быстро справиться, сделаем. Перчатки скользят. Не все добавлю, потому что морковки здесь не так уж много. Так, растительного масла. Немножко соли и сахара. Ну, как я сказала, это на быструю руку морковный салат по-корейски. Так, и пусть теперь настаивается. Так, у меня, по-моему, где-то... Хотя здесь есть уже и кориандр. Можно добавить еще и кориандр для яркости специй. Запах хороший. Все, потихонечку вот так вот идет процесс подготовки ужина. Решила сегодня снять, потому что день как бы
более-менее свободный. Все, и теперь пусть стоит. Теперь займусь, наверное, галушками. Так, друзья, рецепт теста у меня много на канале. Вот так вот замесим тесто для галушек. И все, теперь пусть крутится. Потом полежит немножко теста и буду делать галушки. Галушки у меня будут сегодня чуть-чуть другие. Я их вам не показывала, но вы о них знаете. Так, пока тесто замешивается, варится курочка, варится у нас картошечка. Фермерскую я уже вынула, курочку. Домашняя еще не сварилась. Сделаем зажарку для нашей картофельной подливы. Так, тут у меня масло топленое. И быстро сейчас нашинкуем лук. Натрем морковочку и сделаем зажарку. Так, ну вот, смотрите, тесто готово, значит, тестомес я пока сняла, чтобы мне не мешало. Посмотрите, какое тесто. Тут совершенно вот не нужно никакой муки. Это тесто, я везде показываю, что вот у меня такое универсальное тесто, да. Сейчас я нож возьму. Дело в том, что мне много писали тогда, что оно слишком крутое, что его сложно месить. Ну, я-то мешу его тестомесом, для меня это не сложно. Ну и в принципе и так несложно. Просто замесил, положил в пакет, дал полчаса полежать, оно тогда хорошо перемешивается. Видите, вот никакой муки, даже вот в середине. Ничего не надо. Прекрасное тесто получается. И мы сейчас из него будем лепить галушки. Единственное, что сегодня я добавила яйцо. Просто захотелось. Не из-за того, что никогда не добавляю, но вот чего-то захотелось, чтобы галушки были немножко желтенькие. Домашнее одно яйцо добавила. А воды сейчас я вообще добавляю всего 850-800 миллилитров, потому что сейчас мука изменилась, она не такая клейковина хорошая у муки. Я уже как-то еще выпускала ролик, что перепробовала очень много вариантов разной муки, но муку все равно, мне кажется, испортили. Сейчас я пользуюсь макфой, но она уже более-менее мне подходит, нормальная. Так, ну вот просто на одном примере я покажу, а там уже дальше, а то слишком много у меня с этим тестомесом и тестораскаткой роликов. Так, вот, смотрите. И теперь, я забыла. Значит, смотрите, это скалка, которую я как-то раз показывала, что я делаю манты, для мант квадраты вырезаю этой скалкой. Но сейчас я просто поменьше убрала вот эти вот серединки по одной штучке, чтобы расстояние было меньше. Это тоже можно тут делать как хотите. Можете шире, можете уже делать. Это очень удобная скалка, друзья. Вот так вот делаю полосками. Такие галушки делались, ну, всегда делались в моем детстве. И как я замуж вышла, мои мама, бабушка и свекровь делала именно вот такие. Никакие загалушки зятя мы не делали. Мама еще делала по-другому, но я потом как-нибудь... У кавказцев перекликаются кухни по-любому. У них тонкий хинкал, у нас просто халтамыш. Вот так вот нарезанные квадратиком. Конечно, они резались и сейчас режутся. Не у всех такая штучка есть. Да просто ножом. Элементарно. Никакой сложности в этом нет. Просто из-за того, что есть эта скалка, я делаю их вот так вот. Если хотите, можно побольше квадратики. Вот так вот. Вот эти квадратики. Это и есть галушки. Обычные наши галушки. Вот. А
как я поняла, у дагестанцев это тонкий хинкал. Сейчас я быстренько вот так вот налеплю. Нарежу, вернее, не налеплю, их лепить не надо. Они быстро варятся, очень быстро. Вот. Ну что, картошка у нас уже сварилась. Сейчас будем делать пюре для картофельной подливы. Так, минуточку. И вот, как видите, зажарка тоже сделана. Сейчас сделаю пюре и потом подключусь. Так, пюре я сделала, и, ну, если кто... Мои подписчики, девочки, делают и это пюре, и эти галушки. Но, наверное, тонкие галушки они не делали, потому что я их, по-моему, если не ошибаюсь, первый раз показываю, но точно не помню. Так, теперь, чем тщательнее, чем тщательнее будет сделано пюре, то подлива будет вкуснее и приятнее. Так, как бы не... Все, нет, не заслоняю. Так, и теперь мы разводим наше пюре бульоном. Ну, это получается, мои дорогие, типа супа-пюре. Так, сразу же зажарку положу. В зажарку я уже положила и черный перец, и красный перец по вкусу. Сейчас сначала нальем, потом разведу, посмотрю, какой. И не жидкое. Ну, как я сказала, все суп-пюре и не жидкое, и не густое должно получиться у нас. Так. Так, галушки я никогда не кидаю в бульон. Мне жалко бывает бульон, особенно бульон. Если, конечно, курочка покупная, тогда да, мне не жалко этот бульон. Но когда домашняя курочка, мне жалко туда кидать галушки и портить бульон. Потому что бульон в любом случае мы его пьем, даже если нет мяса. Или какой-нибудь супчик можно на нем сделать. Поэтому галушки обычно я всегда кидаю в воду кипящую, не в бульон. Вот так вот. Вот видите? Вот. Пока я оставлю вот такой консистенции. Теперь я поставлю на медленный огонь, чуть-чуть потомиться, чтобы добавлю лаврового листика. Потом чуть-чуть позже закину еще зелень. Вот видите, какой. Такая вот. Жижи не надо. Чтобы можно было сюда макать и мясо, и галушки. Ну, мои девочки говорили, что наливают в пиалки или в блюдо эту подливу, кидают сразу туда галушки и уже ложкой едят их. Я многих девочек своих подсадила вот именно на это блюдо. Так, мне мальчики помогают тоже. Ибрагим режет хлеб. Джабраил моет финики. Так, а куда я делаю это? Ибрашка, куда я делаю? Вот она, вот она, вот она. Так, сейчас быстро. Осталось мало времени. Это надо было, конечно, делать уже вчера даже. Ну ладно. Так. Так, также и финики. Теперь осталось сделать салатик, наверное. Морковный я сделала. И хочу сделать микс-салат с помидорами и моцареллой. Давно хотела себе его сделать. Недавно делали, когда приезжала Танзила. Решила сейчас сделать. Так, ты мне там закусочные доставай, короче, давай, помогай.
Кушать хочешь, помогай. Так, все. На, ополосни мне эту штуку тоже, ополосни, пожалуйста. Так, что мне надо было? А, конфеты. Я не люблю шоколадных конфет, да и мальчики мои тоже не очень-то. Так, что еще? А, зелень я хотела. Ох, это я выясню. Так, микс салат. Сейчас высушу. Хорошая штука, между прочим, сушить зелень, друзья. Да и все это мелкое тоже. Так, печенюшки. Немножко курабье у меня есть. Ничего сегодня и не покупала, и не пекла, как я говорила. Но, в принципе, и не надо. Только забивать желудки. Так, полотенчик. Где наш полотенчик? Так. Ну и теперь будем делать салатик. Так. Видите, какая хорошая штука, сколько воды выделилось. И зелень сухая. Так. Так, ну все, стол, как видите, накрыт. Нужно налить только подливу картофельную, ну а потом уже бульон. Но мы не сразу бульон пьем, только потом. Так, ну что, вот такой вот стол я сегодня накрыла для своей семьи. Ну, все, сейчас тоже быстро пойду помолюсь, а потом, как я сказала, налью нам подливу. Так, первым делом поставила воду и компот. Компот не варила, компот у меня зимний. Сначала мы делаем разговление фиником, потом водички, потом молиться. И потом снова уже после молитвы кушать. Так, ну вот, друзья, покажу вам. Вот картофельная подлива. Вот она, видите. А это чесночный соус. Сюда. Кому надо, кому не надо, не делать. Но я немножечко себе налью вот так вот. И вот так вот. И вот так вот макается и кушается. Также и мясо сюда макается. Короче, очень вкусно. Попробуйте на интерес. Очень вкусно. Узюлёш. Мардал обудул маркабачар.